Международный уголовный суд МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте суда. Теперь Путин не сможет посетить страны, которые ратифицировали Римский статут и признают юрисдикцию МУС в Гааге. Это все страны Европы, Южная Америка, в том числе Венесуэла, Таджикистан, Афганистан, Бразилия, Южная Африка, Центральноафриканская Республика, Нигерия. Среди стран, которые не ратифицировали Римский статут или отозвали свою подпись, Россия, США, Китай, Индия, Израиль и Турция. Сами ордера не опубликованы, но из пресс-релиза следует, что Путину и Львовой-Беловой предъявлено два обвинения: насильственное перемещение гражданского населения и взятие заложников. Из видеокомментария председателя суда следует, что обвинение предъявлено в связи с насильственным перемещением украинских детей на территорию России. В МУС невозможно рассматривать дела в отсутствие обвиняемого, поэтому пока кто-то не будет доставлен в суд, дело не будет рассматриваться. Сегодня, 17 марта 2023 года, Международный уголовный суд выдал два ордера на арест в связи с ситуацией на Украине. За Владимира Путина, президента Российской Федерации, и за Майкла Вову-Белову, уполномоченного президента Российской Федерации по делам детей, в связи с предполагаемыми военными преступлениями, связанными с депортацией детей с оккупированных Украиной территорий в Российскую Федерацию. Международное право запрещает оккупированным державам переселять гражданских лиц с территории, на которой они проживают, на другие территории. Дети пользуются особой защитой в соответствии с Женевской конвенцией. Содержание ордеров держится в секрете в целях защиты жертв. Международный уголовный суд придает большое значение защите жертв, особенно детей. Тем не менее, судьи палаты, занимающиеся этим делом, решили придать огласке факт существования червей в интересах правосудия и предотвращения совершения преступлений в будущем. Это важный момент в процессе отправления правосудия в МУС. Судьи рассмотрели информацию и доказательства, представленные прокурором, и пришли к выводу, что против этих лиц имеются достоверные обвинения в совершении предполагаемых преступлений. МУС выполняет свою часть работы. Как судебный орган, он выполняет свою часть работы. Судьи выдали ордера на арест. Их исполнение зависит от международного сотрудничества.